Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась испечь печенье. Печенье буду испекать из творога. Вот у меня здесь на столе приготовила уже творог. Творог взяла я 250 грамм, муку 300 грамм, значит яйцо одно, сахарный песок 80 грамм и масло. Масло мягкое уже, тоже пока оно лежало уже, можно сказать, растаяла половина. Вот. И дальше разрыхлитель, ванилин, соль. Ну, это будем тоже сейчас все месить тесто. Так, значит, сначала я в миску ложу яйцо, сахар 80 грамм высыпаю. Так, кладем щепотку соли, разрыхлитель кладу, ну, здесь пол чайной ложки. И немножко ванилина. Так, это все размешиваем. Ну что, друзья, пока Маша месит тесто, поздороваюсь и я с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, и дорогие друзья. Маша сегодня решила угостить сладостями. Так, сюда же добавляем масло. Масло уже мягкое вон. Яичную смесь. Добавили масло. И все это потихоньку размешиваем. Судя по ингредиентам, друзья, эта печенушка будет очень вкусной. Ну, домашнее печенье и домашняя выпечка не может быть невкусной, тем более от моей Машеньки. На выходные будем угощаться вот этими печенками. Ну, сегодня суббота, а видео, конечно, выйдет в воскресенье. Так, добавляем сюда творог. И размешиваем творог. Ну, я не знаю, даже принципиально или нет. Вот у нас творог, он как, ну, в брикетах он такой незернистый. Ну, скорее всего, нам такой и надо быть, да? Надо, да. Вот. У нас суббота, друзья, сегодня снова баня. Все такое. И субботняя выпечка к чаю. У нас получается выходной сегодня. Маша завтра на работе будет. Я буду один и вспоминать эту вкусняшку. Сегодня, думаю, ну, я не знаю, закончится, не закончится, посмотрим. Я не в курсе, что Маша хочет делать, но думаю, будет вкусно. Делаем просто печенье к чаю. Давно уже не готовили печенюшки такие из творога. Вот и решила сегодня попробовать испечь. Здесь у меня 300 грамм муки. Постепенно сюда добавляем муку. Ну, заранее, друзья, просеянная мука уже у нас старила. Мисочку сразу просеяли эту муку. И что еще насчет творога? Мы очень любим творожную выпечку. Маша не даст соврать. Мы очень любим сочники, да, с творогом. Это вообще вкуснотища, да. Когда лень печь, Маша всегда, например, едет в Сыктывкар и привозит мне сыктывкарские сочники. Но они как домашние, так ведь. А вот которые весовые в магазине продаются в коробках, они почему-то начинка мне не очень нравится. А вот сыктывкарские, наши там, сыктывкарский хлебокомбинат, или как там правильно называется, вот там они классные. Но у нас сегодня печенушки. Так, это получается остальную муку ты добавила, да? Угу. И размешивая рукой уже это все. Ну, такое туговатое тесто, да? Или она творог не даст быть тугим? Такое мягкое тесто должно получиться. Да? Ну, смотрите. Я сегодня побольше рук и Машеньки буду снимать,
потому что выговор получаю от зрителей. Говорит, что ты, говорит, нам все время Машу показываешь, а не руки ее, как она работает. Вот, пожалуйста, побольше. Руки с кольцами. Ой, насчет этих колец Машу ругает, будь здоров. Руки с кольцами. Ну, это же все индивидуально, друзья. Если кому-то готовит, например, на работе или что-то, кольца, конечно же, снимаются. Дома я как бы, ну, кто это будет кушать? Я, Маша и Родители. Ну, родители, да. Ну и вообще не против. Я, к примеру, не против, хоть туда бриллиант надевать, если есть бриллиант. Бриллианта нету, к сожалению. Вот. И я не знаю, вот Маша говорит, что мне, говорит, нисколечко не мешается эти кольца или там как, за что ее ругают. А ругают, Маша, прилично. Я тебе серьезно говорю. Я даже тебе не показываю некоторые комментарии вообще даже, как тебя там ругают за эти кольца. Но я эти кольца если, не снимаю. как поговорка как гласит, если ругают, значит уже человек. Ну, да, да, если у нас по кому так говорят, если виданы, мертвый пешогман. Значит, если перевод такой, если ругают, то значит на годен называться человеком. Ну, если это дословный перевод. Правда, не знаю, как именно перевести, чтобы смысл понять. Ну, я думаю, что если ругает, то значит не такой уж плохой человек, Маша. Так, вон тесто. Такое рукам не липнет. Такое мягкое тесто. Ну и слишком тоже месить не месили, я так думаю. Потому что сочники вот не надо слишком, творожное тесто не надо слишком месить. Вот собрали в комочек, думаю, и все, да? Угу. Вот так. Ну так потом печенье будет это самое, рыхленькое. Ну вот. Я тоже немножко толка знаю в этом, так. Просто я не знаю вот этого рецепта, Маша это сама делает. Я просто добавляю свои 5 копеек, за что меня тоже ругают. Разделим наше тесто пополам и начнем раскатывать наше тесто. Толщиной примерно сделаем 3 миллиметра. Ну вот, примерно, наверное, здесь, Сережа, есть 3 миллиметра? Есть. Есть. 3 миллиметра есть. Глаз алмаз. Так, а теперь берем стакан. Я уже подготовила. Не знаю, радиус здесь какой. 7 сантиметров. И вот сделаем такие кружочки. Но не будет уменьшаться. Такие кружочки. Видишь, они как уменьшаются после того, как ты нарезал. Угу. Надо, значит, побольше, если надо такие. Ну, а интересно, вот если вот эти кружочки прямо сейчас запечь, что получится? Такое же простое печенье получится. Кускус, кусай еще, да? Ну, смысл такой. Раскатываем наше тесто, делим на определенные кружочки, такие порции. Дальше слепляем остатки теста и дальше. Я правильно Сейчас. поймал волну? Нет? Теперь из этого должны лепить дальше.
Так, что же там Маша делает? Сейчас поближе. Что делает? Ну, рассказывай давай. Маша. Так, склеиваем наши Кружочки? кружочки. Угу. А теперь вот так закручиваем. В рулетик склеенные кружочки. Ага. Дальше снизу заклеиваем. Так. И режем ножом. А это расправляем вот так. Такие цветочки получаются. Розочки. Да. Ну да. Это также Вот такая розочка, и заполняем наш противень там. да. И закручиваем в рулетик. Режем пополам. Разделяем. И вот эти Лепесточки. распускаем, эти лепесточки. И у нас вон как розочки получились. Ну и кладу на противень дальше. Ну и все, заполняем, друзья, наш противень таким макаром весь. Ну вот, друзья, наш противень почти заполнился весь. Там крайняя розочка, крайняя печенушка Маша формирует. И, как говорится, наш противень будет полненький. Там две печенушки из остатков теста просто завернули как круассан. Ничего хитрого, ничего сложного. Просто уделить немного времени на эту лепку и любви, да? И позитива. Вот такие розочки. Позитив даю я, любовь дает Маша, и получается такая печенушка, домашнее печенье розочка. Замечательно. Вообще уже выглядит на противне прям красота. Мне уже сейчас нравится, Маша. Это должно быть вкусно. Угу. Такие красивые розочки. Белые розы, белые розы. Остается петь. Ну Вот так. Так, у нас сколько здесь? 22 штуки, если я не ошибся, посчитал. И вот эти два маленькие. Там остатки теста и просто завернули как круассаны. Рулетик такой завернули и все. Творожное тесто, творожное печенье. И отправляем все в духовку. Духовка у нас уже согрета на 180 градусов. Еще нет. Она уже отключалась, Да. включалась. Вот. Ну тогда отправляем мы в духовку на 20-25 минут. Ну там будем уже смотреть.
теперь подождем. Обязательно. Такую красоту я буду ждать. Ждать, Будем не потом дождаться. подсматривать, как что печется. Друзья, прошло 25 минут. Аромат стоит на кухне и по всему дому шикарнейший. Наши розочки, смотрите, как зарумянились. Какие они красивые. Ну, действительно, это красота. Вот как они выглядят. Просто шикарные. Шикарные, шикарные. Снизу, наверное, тоже подрумянились, да? Да, все. Ничего не сгорело, а ровненько подрумянились. Как прекрасная улыбка у Маши. Такие же они красавцы. Сейчас немножко Машенька припудрит их. Так сказать, слегка припудрим носик, можно так сказать, наших замечательных печенушек. Ароматное печенье. Ну и дадим, наверное, естественно, остыть. И потом будем, наверное, пить чай, Маша, да? Да. Прелестные розы. Со свежевыпеченными печенушками. Красота. Песню бы спеть действительно, но не могу, голоса не то. Ну, красота. Действительно, как розочки, они выглядят прекрасно и замечательно. Ну что, пробуем нашу выпечку. Снимаем пробу. Угу. Творожное печенье называется розочки. Домашнее печенье, домашняя выпечка, сладкий чай или не сладкий? Сладкий. Сладкий чай. Угу. Ну как? Испеклось. Испеклось-то понятно. Испеклось-то понятно. На вкус скажи. Ну, печенье как печенье творожное, обычное печенье. Просто у нас вот Вкусное, да? сделали как розы, да. Очень вкусно, мягкое печенье. Рыхленькое. Угу. Ну, это потому что тесто не слишком месили. Это рыхлость получается из этого. Воздух не выходит из теста. А когда долго раскатываешь тесто, воздух выходит, и получается, что тесто более плотное. Не слишком сладкое такое, среднее. Да? Да. Но очень вкусно. Мягкое такое вкусное печенье получилось. Угу. Как раз Угу. на выходные печенушки такие, друзья. Самое к чаю. Ну, а теперь буду пробовать я. Ну, я пока за камерой, камеру держу, да так меня Машенька сейчас угостит. Знаете, как вкусно, когда хозяйка с руки кормит. Вообще прелесть. Ну да, действительно, это вкусное печенье. Домашняя выпечка не может быть невкусной, друзья. Вкусно. Пьем чай. Как закончил ролик и чавкать, налью себе, друзья, тоже чай и присоединюсь к чаепитию. Но Маша меня уже обогнала. Мне будет скучно пить, Маша, и придется еще тебе второй стакан выпить со мной вместе. Спасибо за такую вкусняшку, конечно, за домашнюю выпечку. Очень-очень красиво смотрится и тоже вкусно, очень-очень вкусно. Я вот попробовал сейчас. Печенюшки мягкие, не так слишком сладкие, Да? полусладкие. Вот как раз вот насчет того, что они не очень сладкие, мне очень понравились. Я не люблю слишком сладкие. Вот. И как раз. Чувствую. Оценка чувствует получили. Значит, будем заканчивать наш ролик и советуем, друзья, приготовить такие печенушки на выходных. Домашним своим, детям, внукам, да и сами угощайтесь. На здоровье, приятного вам аппетита. Ну, а на этой вкусной ноте, творожной ноте, заканчиваем этот ролик и говорим, друзья, до свидания.
до новых рассветов. И пускай они всегда будут добрыми. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Вот такие печенушки от Маши.